Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Мужчина. О чем он хочет вам сказать? Что у него на уме? Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, мысленно либо вслух обратитесь к нему. Спросите: мой дорогой, о чем ты хочешь сказать? Что у тебя на уме? И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить вам на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, давайте я начну с описания мужчины. Если вы узнаете своего, продолжайте смотреть дальше. Если не узнаете, пожалуйста, не тратьте свое время, переходите на другие видео, на другие каналы. Мужчину мне показывают каким-то замкнутым, молчаливым, внутрь себя обращенным. Вот кажется, что он прям такой какой-то холодный, либо только собой интересуется, своими делами. А мужчина, который в последнее время, возможно, не проявляет себя нежным, любящим, заботливым. Кажется, что он от вас отстраняется, либо кажется, что он теряет к вам интерес. Мужчина, который то ли у него сейчас с деньгами серьезные проблемы, то ли со здоровьем, может быть и то, и другое. Он не любит об этом говорить, он отмахивается, он переводит разговоры на другое. Если вы там начинаете расспрашивать, он даже может разозлиться. Такой замкнутый. Мне идет мужчина замкнутый. Кажется, что мужчина даже увлекся какой-то другой женщиной. По крайней мере, у кого-то из вас такие подозрения есть. Ну, либо подозрение, мнение, да, что он вами более не интересуется. Либо угасли страсти, угасли эмоции. На самом деле все не так. Здесь мне действительно показали очень замороченного человека, замороченного на проблемах. Проблемы, которые сейчас в жизни очень остро у него стали. Он этих проблем и боится, и стесняется. Особенно перед вами стесняется. Ему кажется, что такая красивая, перспективная женщина, которая сама себя сделала, которая стремится к чему-то лучшему, не станет иметь дела, не станет иметь отношения с мужчиной-неудачником. А он действительно, если вот посмотреть на его бэкграунд, да, посмотреть, что у него там в жизни произошло, он выглядит как неудачник. Из-за своей глупости, из-за самонадеянности, либо на кого-то он возлагал надежды, да, он обманулся. Обманулся, действительно понес какие-то потери, либо какие-то очень серьезные неудачи ворвались в его жизнь. Он по мере возможности, по мере сил это все от вас прячет, скрывает. Он даже каких-то людей подговорил, чтобы вам ни о чем не рассказывали, не сообщали. И для этого мужчины в сегодняшнем дне даже как-то, это глупо звучит, но тем не менее, ему даже предпочтительно, чтобы вы думали, что он интересуется другой женщиной, но только бы вы не знали о тех проблемах, которые у него есть. Чтобы не думали, что он неудачник. Вот. Загнался, да, про таких говорят, сам себя загнал в угол. Его, с одной стороны, жаль, а с другой стороны, это глупость в чистом виде. Если бы он вам все честно рассказал, вы бы никогда не стали о нем думать плохо. Вы, наоборот, бы его поблагодарили за честность, за откровенность. И также я вижу, что вы способны ему помочь. Либо у кого-то отыграется, что только вы способны ему помочь, а он из-за своей глупости вам ничего не говорит, и дела его только лишь из-за этого ухудшаются. Такое, знаете, стал пропадать, стал там куда-то
уезжать, ну, либо вам говорит, что он уезжает, перестал так часто подходить к телефону, на смс-ки не сразу отвечает, ну, вообще какой-то тухлый он у вас стал, да, вот как был огонек, причем такой симпатичный, а теперь он как будто бы затух. Вот. О чем он вас просит, о чем он хочет вам сказать, ну, о том, чтобы вы его не бросали. Он понимает, что рано или поздно вы правду узнаете, ну, либо информация просочится, опять же, вас он тут показал, женщина, которая может все. То есть вы можете раздобыть любую информацию, вы можете ее из пространства считать, вы можете, ну, грубо говоря, узнать и прошлое, и настоящее, будущее. Есть у вас такая сила. Он понимает, что рано или поздно вы все узнаете, и он мысленно умоляет вас не бросать, не бросай меня, не бросай, я все исправлю, я все сделаю, я изменюсь, я опять заработаю, я опять стану тем, кем ты меня знала, да, в таком ключе. Прям плачет, умоляет, чтобы вы его не бросали. Здесь прям со слезами на глазах вот это предчувствие, что скоро ваша love story закончится, его еще больше подкашивает на самом деле. Запутался, очень сильно запутался, заблудился, запутался, сам себя в угол загнал. Так, с вашей стороны, ну вы его вон козлом видите, со всеми вытекающими. Для вас он похож на козла, противного, упрямого. И опять же, вы считаете, что он эгоист. Эгоист. Пришел, капустки поел, да, и дальше пошел. На самом деле все не так. Все не так, девочки. Он просто очень сильно запутал свою жизнь и очень много напетлял в ваших отношениях. Да, может быть, по характеру он и козловатый, ну, козлистый, допустим. А есть такие нотки упрямые, там, в себе уверенные, но с другой стороны он не козел. Нет. Он, знаете, он больше похож на лошадь. Такую, знаете, гордую, быструю, шуструю. Работать он умеет. Вот если ему надо, то он умеет. Но из-за вот этой своей гордыни, излишней гордыни, он очень часто и возможности упускает, и обманутым остается. Да, какой-то самонадеянный, да, самонадеянный мне еще везет. Вот. По поводу вас еще могу сказать, что вы тоже очень сильно переживаете, потому что вас эта вся история не устраивает. Вы понимаете, что вы не заслуживаете такого отношения, обращения. Ну, мысли, да, что у него какая-то другая женщина, что уже не хочет. Вот, они вас просто такими маленькими червячками подъедают со всех сторон. Мышь вы летучую в руках держите. Возможно, вы даже обиделись на этого мужчину. Обиделись из-за его отношения, поведения. Но на самом деле... Да, он виноват, конечно, он виноват. Если бы он все честно рассказал, вот этого всего бы не было. Вы бы ему подсказали, вы бы его научили, он бы справился, он бы выкрутился, и все бы было хорошо. А тут ни туда, ни сюда. Так, еще он хочет вам сказать о том, что он видит будущее только лишь с вами. Вернее, он не видит будущего без вас. Вот как-то так. Это будет правильнее. В его будущем, в его видении будущего вы вместе, у вас прекрасный то ли дом, то ли квартира, и он вас балует какими-то подарками, какими-то покупками. Вот. Хочется как маленькую девочку баловать. То ли вы правда, такой у вас взгляд, как у наивного ребенка. Может быть, вы не по годам выглядите очень молодо. Может быть, вы такая маленькая, миниатюрная, хрупкая, ну вот прям маленькая девочка. Хочется, чтобы вы у него сидели на руках, обнимали его, а он бы вам подарочки дарил. А вы бы смеялись, радовались, да, вот прям такая картинка идиллии. Об этом он мечтает, к этому он стремится. Никаких других женщин я не вижу, ну, по крайней мере, чувств, эмоций к другим женщинам точно нет, вообще нет, даже близко нет. Только вы в его сердце и в его голове. Ох, вам бы его на честный разговор вывести, но думаю, что, наверное, он будет упираться. Упираться, да, он такой. Стыдно, ему стыдно перед вами. Может быть, он вам рассказывал, что я такой крутой, у меня там 5-е, 10-е, все могу, все умею, кручу, верчу. Вот, а видите, оказалось, что с пустыми карманами. И оказалось, что по шею в проблемах. Да, скверно это все, скверно.
И еще, что у него на уме? На уме у него сейчас протянуть время, как-то потянуть свои хвосты, порешать свои проблемы, и вот как будто бы и не было ничего, да? Вернуть обратно ваше расположение, вернуть обратно ваши добрые отношения и про вот этот отрезок жизни просто вот забыть, как будто бы не было. Это у него на уме. Он сейчас как будто бы такой, знаете, матерый серый волк в поисках помощи, в поисках каких-то деловых там сотрудничеств, предложений, общения делового. Да, вот ищет концы, ходы, выходы для того, чтобы все порешать. Но это очень тяжело. Тем более время такое предпраздничное. Уже, знаете, все на расслабоне, кто-то уже уехал, кто-то собирается уезжать, кто-то итоги подводит. Да, вот как-то не до него, от него все отмахиваются. Ну, либо говорят, там, давай в следующем году. И понятно, что ему прям больно от этого становится. И если мужчина недавно начал пить, либо, стал злоупотреблять, скажем так, то это все из-за проблем. Это все из-за вот этих вот проблем с делами, с бизнесом, с деньгами. Только лишь из-за этого его слон повесил хобот. Причем как тряпочка хобот болтается. То есть нет возможности никакой, даже если напрягаясь, поднять этот хобот. Опять же, он понимает, что скоро праздники, он понимает, что нужно подарочек, он понимает, что денег на подарок нет. Тут мужчина может пойти, кстати, на крайние меры. Крайние меры, там, не знаю, пойти взять кредит, залезть в кредиты для того, чтобы вам хороший подарок купить. Либо что-то продать свое ценное, то, за что деньги дадут, да, в таком ключе. В общем, и жалко, и хочется ему леща дать за то, что такой кретин, за то, что молчит о своих проблемах, сам себе все усугубляет. И вас тоже мучает своим этим глупым молчанием. Морозится, вот, он морозится, это правильное слово. Так, девушки, женщины, мои хорошие, я не знаю, чем вас тут утешить. Я не вижу здесь пока для него выхода. Единственный выход, который я вижу, это если он вам все честно расскажет. Он не намерен это делать. То ли вы его должны взять в оборот и просто, вот как я говорила, посадить на стул, прижать к стенке и допрос с пристрастием устроить. То ли, подумайте сами, что вы можете сделать. Только вы можете помочь. Потому что вы действительно очень крутая в плане вот аналитики, решений, способа выхода из проблем. Вы это все знаете. Вы прям в этом гуру. Он это понимает. Но опять же, вот это стеснение, вот это глупое, что я в ее глазах буду неудачником, оно ему не позволяет вам признаться и не позволяет у вас попросить совета. Тут, наверное, в очередной раз вам придется все брать на себя, если вы его любите, если помочь хотите. Вот, только такой выход я для вас вижу. А если вы, допустим, не настолько сильно любите, либо понимаете, что этот мужчина, он как обуза, тогда принимайте радикальное решение. Не мучьте ни себя, ни его. Да, это звучит жестоко, но с другой стороны, зачем вам эти хвосты? Зачем вам такой мужчина, который как ежик, да, или это черепаха, либо страус? В случае там какой-то проблемы, он раз такой в себя ушел. И вы такая, а я что? Сижу с с панцирем черепахи. Алло, ты когда выйдешь? Когда со мной поговоришь? Да, как-то странно. Так, я, наверное, еще на картах вам посмотрю. Смотрю на свои карты и думаю, чего я на них не гадаю вам. Просто я хочу понять, чем вам помочь. Как вам выйти из текущего положения, из текущей ситуации. Что сделать? Либо, может, само что-то решится, рассосется. Сейчас быстренько посмотрю. Если ничего, я вам так и скажу. Красиво, да? Красиво? Смотрите, вы вдвоем друг на друга смотрите. То есть это у вас просто временные трудности. Как ни крути, временные трудности. Мужчина ради любви к вам, ради желания быть с вами, ради желания быть счастливым с вами, он выкрутится. Он похоронит свои проблемы, деньги заработает, все будет хорошо, девочки, все будет хорошо. Вы видите, друг на друга смотрите, потому что друг друга любите, друг другу по судьбе. Так, хорошо, спасибо.
спасибо. Трудная дорога, конечно, его ждет. Ну да, без вас ему будет тяжело, но я так понимаю, что он все-таки в гордом одиночестве будет все решать. А вам, девочки, домашнее задание. Если вы его любите, хотите с ним быть, потихонечку подводите его к мысли, что он всем должен с вами делиться, и хорошим, и плохим. И пусть это не сразу произойдет, да, пусть не сразу он будет раскрываться перед вами, но со временем, я думаю, что вы его уломаете, что вы его уговорите. Ну, как бы жалко его, жалко. И вас тоже очень жалко. И хочется, чтобы вы время не теряли, чтобы любили, чтобы счастливыми были. Но видите, в силу своего характера мужчина тяжеловат. Ну, правда, тяжеловат. Тут либо воспитание, то ли какой-то образ жизни, то ли среда обитания. Тут что угодно может повлиять. Но, тем не менее, выкрутится. Это нам карты показали. А вы немножечко подождите, наберитесь терпения, ну, либо принимайте уже радикальное решение. Он вас не намерен отпускать, но если вы захотите уйти, он не сможет вас удержать. Ну, вы не та женщина, которую можно удержать. Вы очень сильная и волевая. Ну, а так он умоляет вас, просит вас его не бросать, дать ему возможность решить свои проблемы, довести все до ума, выйти из этой мертвой петли и подарить вам всего себя и все, что он имеет. Ну, потому что любит, потому что вы для него самая главная женщина, не только в жизни, но и в судьбе. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.